В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Поработали на славу. В Абхазии завершился двухдневный рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На 5 с плюсом. Экскурсоводы Абхазии сдают экзамены и повышают квалификацию. По ту сторону экрана. Детям из Кераза провели экскурсию на абхазском телевидении. Вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, проблему возобновления процедуры по упрощенному приобретению российского гражданства гражданами Абхазии, обсудили президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В церемонии возложения цветов к мемориалу славы вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым приняли участие премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, посол России в Абхазии Семен Григорьев, посол Абхазии в России Игорь Ахба. После завершения церемонии возложения цветов к памятнику погибшим солдатам в парке Славы, глава российского внешнеполитического ведомства встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. По итогам двусторонних переговоров президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что стороны обсудили ряд вопросов, которые в порядке двустороннего сотрудничества важны для Абхазии. Это вопросы упрощенного приобретения гражданства, вопросы, связанные с темой границы, социально-экономические вопросы и вопросы выполнения инвестпрограммы. Мы обсудили с Сергеем Викторовичем ряд вопросов, которые в порядке двустороннего сотрудничества важны для Абхазии. Это вопросы и упрощенного порядка приобретения гражданства, вопросы, связанные с темой границы, социально-экономической тематики, вопросы инвестпрограммы. И этот перечень вопросов для нас является жизненно важным. И с российской стороны еще раз мы получили подтверждение готовности продолжать работу в этом направлении. И, надеюсь, результаты будут очевидны. Министр иностранных дел Российской Федерации выразил благодарность абхазской стороне за помощь в строительстве нового комплекса зданий посольства России в Абхазии. Еще раз хотел бы выразить признательность за оказание содействия лично президентом Республики Абхазия и другими нашими абхазскими коллегами в решении тех вопросов, которые позволили построить и вчера торжественно открыть новый комплекс зданий российского посольства в Абхазии. Во время пресс-подхода прозвучали вопросы, касающиеся участия нашей республики в международной политике и перспектив вступления Абхазии в международные организации, созданные при участии России. Сергей Лавров отметил, что для того, чтобы вступить в какую-либо международную организацию, необходимо признание страны всеми ее членами. Как вы правильно сказали, для того, чтобы получить статус полноправного члена, необходим консенсус всех государств, которые входят в ту или иную организацию. То же самое касается и статуса наблюдателя. Здесь разницы нет, здесь нужно, чтобы решение было поддержано всеми участниками той или иной структуры. Но если говорить об ОДКБ, эта организация призвана обеспечивать безопасность входящих в нее стран, безопасность Республики Абхазия самым надежным образом обеспечена и гарантирована теми отношениями, которые закреплены в межгосударственных договорах Российской Федерации с Республикой Абхазия и теми конкретными мерами, которые вооруженные силы Российской Федерации в сотрудничестве с вооруженными силами Республики Абхазия предпринимают для обеспечения повседневной гарантии неповторения каких-либо агрессивных поползновений извне. Участники брифинга также ответили на вопросы журналистов по возобновлению упрощенной процедуры получения российского гражданства гражданами Абхазии. Мы в ноябре прошлого года предложили заключить договор о двойном гражданстве. Передали соответствующий проект документа, и сегодня мы этой темы касались. Рассчитываем, что он будет оперативно согласован и принят. Это позволит продолжить практику упрощенного предоставления гражданства. Не будем забывать, что подавляющее большинство граждан Абхазии уже имеют российское гражданство, и тем самым нам просто необходимо упорядочить этот процесс через заключение соответствующего договора. Я могу добавить только то, что данный документ находится в кабинете министра, идет процесс работы над этим документом, и мы предложим нашим парламентариям, и в конечном итоге, я не сомневаюсь, документ будет подписан. Касаясь темы транзитных грузоперевозок через Абхазию, Сергей Лавров отметил, что в этом заинтересованы не только Абхазия и Россия. Российская сторона не имеет никаких проблем с тем, чтобы транзит возобновился. Есть даже
правовая основа для того, чтобы это произошло. Она может опираться на те договоренности, которые были достигнуты между Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией в 2011 году, когда мы туда, в ВТО, вступали. Мы знаем, что наши армянские коллеги заинтересованы в возобновлении транзита. Сегодня президент Республики Абхазия сказал, что Абхазия не возражает против этого. Поэтому зависит, наверное, уже не от нас, а от других стран, куда такой транзит может следовать. Абхазская сторона готова. Это будет возможностью иметь дополнительные средства в бюджете Абхазии, понимая, что мы являемся суверенным, признанным государством и не живем в каком-либо замкнутом пространстве, эти вопросы нужно решать цивилизованно. Грузинская сторона, если будет готова к этому вопросу, то, как и было сказано Сергеем Викторовичем, я не сомневаюсь, процесс может быть разрешен, и он будет выгоден Абхазии. Переговоры президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и министра иностранных дел России Сергея Лаврова прошли в рамках двухдневного рабочего визита главы российского внешнеполитического ведомства в Абхазию. Саид Барганджа, Алексей Гухава, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. После завершения двусторонних переговоров главы государства Рауля Хаджимба и министра иностранных дел России Сергея Лаврова глава МИД России прогулялся по набережной столицы и выпил кофе на знаменитой Сухумской Брехаловке. После чашечки ароматного кофе на берегу столичной набережной глава МИД России Сергей Лавров посетил Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсали отметила, что театр был восстановлен за счет российских средств, предусмотренных инвестпрограммой. Встречая гостей, генеральный директор Русдрама Ираклий Хинба отметил, что театр оснащен современным техническим оборудованием и есть возможность реализовывать любые художественные задачи. Сергея Лаврова впечатлили фотографии в холле Русдрама. Глава МИД похвалил автора фотографии Томаса Тхайцук. Министра иностранных дел России после небольшой экскурсии по театру пригласили посмотреть отрывок из спектакля «5 вечеров». Александр Петрович! Здравствуйте! Прелестное создание. Я с переговорного. Как ты тут очутилась? А я шла, но вижу, вы у парадного стоите, Тамара Васильевна живет. Ничего я там не стоял. Может, не вы стояли, может, мне показалось. В международном аэропорту имени Владислава Ардземба министра иностранных дел России Сергея Лаврова провожали премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц, министр иностранных дел Республики Даур Ковы, чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев. Двухдневный рабочий визит в Абхазию министра иностранных дел России Сергея Лаврова завершился. Рената Шакай, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Началась аттестация экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов по горному туризму. В Министерстве по курортам и туризму проверяли знания действующих и начинающих экскурсоводов. Те, кто сумел подтвердить стаж после прохождения всех процедур, получили соответствующие категории. Подробности в репортаже Симы Аргун. Туризм в Абхазии позиционируется как первостепенный аспект развития экономики. Безусловно, требует присутствия в республике высококвалифицированных специалистов в области туристического сервиса. С каждым годом количество отдыхающих в нашей стране увеличивается. Вместе с тем профессия экскурсовода становится более престижной, а главное прибыльной. Именно поэтому интерес к работе в этой сфере возрастает. Но тут нужно понимать, что предлагаемый туристический продукт должен быть конкурентоспособным и качественным. В связи с этим все экскурсоводы, гиды, переводчики, инструкторы по туризму, осуществляющие деятельность на территории Абхазии, проходят специальные обучающие курсы и аттестацию. Сегодня в Министерстве по курортам и туризму проверили свои знания 23 экскурсовода. Мы продолжаем вести подготовку к летнему курортному сезону. По плану мероприятий, который был принят в апреле прошлого года. Сегодня мы начинаем аттестацию экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов по горному туризму. Мы живем в новое экономическое время, которое называется рыночная экономика, которая имеет свои законы, и мы должны
обязательно идти в ногу со временем. Для этого была создана специальная экспертная комиссия в составе ученых, представителей общественности и экспертов по туризму. Экзамен проходил в 2 этапа. Сначала нужно было пройти тест, затем собеседование. Если у экскурсовода стаж работы более 5 лет, то после прохождения переаттестации он получает 2-ю категорию. Лица, проработавшие более 7 лет, 1-ю. Претендентов проверяли на знание экскурсионного материала о памятных местах, зданиях и сооружениях, исторических фактах, природных объектах и современной жизни страны. Ирина Варданя в туристической сфере работает больше 11 лет, смогла документально подтвердить лишь 5 и, пройдя аттестацию, получила 2-ю категорию. Ирина говорит о том, что подобные проверки лишь укрепляют знания. Может быть, сначала мы где-то и возмущались, что мы со стажем, и вот у нас экзамены, но эти экзамены подействовали следующим образом. Пришлось открыть историю, повторить поглубже, почитать. Это неплохо, на самом деле неплохо. Вот на сегодняшний день я знаю, что ту или иную экскурсию я уже немножко по-другому буду проводить, опираясь на какие-то исторические моменты, которые я, может, когда-то подзабыла. Географию надо было себя немножко подтянуть, и это время было достаточно, чтобы подтянуть себя по географии. Сегодня на территории нашей республики работают около 500 экскурсоводов. Все они будут включены в реестр, который будет опубликован на официальном туристическом сайте Abkhazia Travel. И все желающие смогут оставлять комментарии, в том числе и по качеству проводимых экскурсий. По мнению министра Автандила Гардския, уровень обслуживания и качества турпродуктов на территории Абхазии необходимо повышать. Ведь знакомство туристов с нашей страной начинается с общения с гидом. И первые впечатления складываются как от увиденного, так и от услышанного. Мы должны понимать, что экскурсовод – это, так сказать, первое лицо, которое встречает туристов в нашей стране. Я даже его сравниваю с каким-то политическим лицом, потому что то, как он преподнесет, то, как он расскажет о нас, вот с этим и уедут, с такими впечатлениями уедут туристы к себе домой. Аттестация проводится 2 раза в неделю и завершится 21 июня. Готовиться рекомендуют не только по списку предложенных тем, но при возможности изучить материал шире, так как во время экскурсий люди задают неожиданные и часто каверзные вопросы. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. До 21 апреля в Национальном онкологическом центре все желающие смогут бесплатно получить консультацию онкологов. В рамках акции «Неделя ранней диагностики рака» специалисты международного уровня обследуют 140 жителей республики. Проект пройдет под эгидой Евразийской федерации онкологов совместно с Евразийским противораковым фондом при активном содействии Министерства здравоохранения Абхазии и Общественного фонда развития Амшра. Подобная акция в нашей стране проходит впервые. Кого ждут на медосмотр, расскажет Нисфа Аршба. Подозрительные новообразования на коже, долго не заживающие язвочки и трещины, увеличение размеров родинок. Все эти и другие симптомы могут сигнализировать о начале опасной болезни. И многие пациенты понимают, лучше не затягивать и вовремя обратиться к врачу. К Ирине Шлевко очередь с самого утра. Все идут к доктору на медосмотр. Кто-то уже перенес операцию, а кто-то идет для того, чтобы убедиться. Причин для волнения нет. Конечно, справимся, не первый раз. Это сложно для пациента, решиться, прийти, все показать. А для доктора, каждый пациент – это решение вопроса. То есть в каждом случае от начала до конца надо вопрос решить, надо проблему решить, и для пациента в форме для него комфортной и понятной объяснить, выбрать метод лечения, тоже доступный для пациента. Это тоже немаловажно, потому что можно фантастически что-нибудь придумать, и потом пациент после нашего отъезда не справится. Поэтому нужно что-то удобное подобрать для пациента, и чтобы он вышел с чувством, что да, он все вопросы задал, на все вопросы получил ответ, и мы его удовлетворили. Запись на прием к этим докторам велась по телефону и на сайте за несколько дней до старта акции. В эти 4 дня специалисты планируют обследовать 140 жителей Абхазии. Остается все, база данных, то есть по любому пациенту это удобно, чтобы со снимками не бегать, все вводится сюда, и все те пациенты, которые у нас на учете, в любой момент в динамике можно проследить. Дата первого снимка, второго, контрольного, то есть это удобно.
Главная цель проекта – первичная профилактика рака. Врачи призывают регулярно следить за своим здоровьем и не доводить до хирургического вмешательства, химиотерапии или других тяжело переносимых организмом видов лечения. Это специалисты высочайшего уровня. Такой небольшой охват, он из-за того, что сам пациент достаточно подробно обследуется, на него отводится достаточно много времени. И это пациенты, у которых рак еще не диагностирован. То есть это первичная профилактика всех, кто либо подозревает, либо просто захотел обследоваться по поводу рака, у кого есть онконастороженность. Самые страшные рассказы о внезапно увеличившемся числе онкобольных, как оказалось, лишь фантазии и преувеличенное воображение людей. Статистика – вещь упрямая, и говорит она об обратном. По некоторым показателям есть даже и улучшение. Всех беспокоит тема онкологии. И всегда говорят, какой у нас рост большой и все остальное. Да? Мы исходим из наших статистических данных. Да, есть рост во всем мире, в том числе и у нас. Но такого значительного роста, да, у нас, собственно, нет. И эта акция даст нам возможность, на самом деле, вскрыть те стороны, рост есть у нас или нет. Потому что при таких исследованиях процент выявления высокий. Данная акция основным козырем у них является доступность к специалистам такого уровня. Тем, у кого в эти дни выявляют начинающую стадию онкозаболеваний, назначают обследование. Необходимые анализы сдаются здесь, на месте, в онкоцентре. Лаборатория, по признанию международных специалистов, не только оснащена уникальным оборудованием, но и гарантирует проведение высококачественных и надежных лабораторных исследований. Лаборатория действительно соответствует современным требованиям исследований, обработки материалов и прочее. Цель – это гистологическая диагностика, то есть по морфологическому строению диагноз выставляется. И, в общем-то, оборудование нацелено на то, что может быть уровень исследования углублен до молекулярных исследований. Помощь в организации медицинского проекта оказали Министерство здравоохранения Абхазии и Общественный фонд Амшра. По словам руководителя акции «Неделя ранней диагностики рака», персонал, да и сам онкологический центр Абхазии приятно удивили. И если будет возможность, они снова приедут в нашу страну с той же миссией. Кого-то мы можем принять, и мы проводим дополнительную запись, если есть такая возможность. К сожалению, то есть всех дозаписать мы не сможем, потому что поток идет большой, и сейчас уже есть некоторая очередь. Мы стараемся координировать, чтобы люди проходили всех специалистов, потому что иногда человек хочет пройти какого-то одного специалиста, но потом выясняется, что у него есть какие-то вопросы к другому, в других областях. Поэтому мы стараемся по возможности принимать всех. К сожалению, наши возможности ограничены. Я думаю, что даже если мы не сможем это сделать, то Лев Забетович со своей командой, может быть, поддержат эти акции и проведут в своем коллективе или будут периодически проводить, потому что ранняя диагностика – это, конечно, залог успеха в лечении онкологических заболеваний. Учитывая масштабы раковых заболеваний, онкологи намерены сделать подобные медосмотры регулярными. Не исключено, что так называемые европейские дни в Национальном онкологическом центре Абхазии могут превратиться в целые недели. Нис Фаршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Телевидение – это целый мир. Зритель видит на экране лишь готовую картинку. Сам труд зачастую остается за кадром. Наверное, у всех когда-либо возникало желание заглянуть по ту сторону экрана. Такую возможность предоставило руководство ГТРК воспитанникам Сухумского лицея-интерната и Сухумской вспомогательной школы. В небольшой экскурсии участвовали и наши корреспонденты. У многих из нас в детстве была мечта встретиться с ведущим любимой передачи, задать ему вопрос, побыть гостем в студии или же самому стать журналистом. На АГТРК детей с благотворительной организации «Киараз» уже ждали. Генеральный директор Тали Джапуа, встречая детишек, отметила, что с удовольствием поддержала эту идею.
телехопшрар таразыхан, хажлар рджаху харц, апхекапи хаджяр анепширц, убрегнут акырдзацанакует апсвати телехопшра, аусура, хажлар рзыхан уишергиш бозера хопшра шхочкоп макяна, аха сакугугой дапхека яхайш дербо хаусуша телехопшра тагылазаша загишими пганиш дербо зарабхаб арацгабцаш запшу журналистша сакугугой дара за шарашахинтиги абри интерес сикна апхека апсо журналистика запстаза арады зухало қалапши бжараха уеконти всегас счёта пчара. О том, в каком кабинете рождается текст, который затем принимает форму полноценного сюжета, пройдя через стадии редактуры и монтажа, рассказала диктор новостей абхазского телевидения Алиса Шамба. Именно ей принадлежала идея показать детям из многодетных семей телевизионную кухню. Апсо телехопшра, а журналистша. Аишху зиги монтаж зуны. А текст зигиюны амши кушар нас бризигирхены аштых амши кушара студиях иду курцут ванпи нас уаха асата барзы хучка ишхарбот. В студии новостей Амши Кушара у детей была возможность стать дикторами. Они со свойственной им непосредственностью и с большим энтузиазмом вжились в роли ведущих. Дикторша, бейбой жилой и быхцы? Амчипхам Рамса. Хлопзеку эфира джихо по информации бдырата Амши Кушара, а студияч Амчипхам Рамса. Абас пхунарханы, а камера хибапши. Хлопзеку эфира джихо Амши Кушара. Ажипшку мимфизгойт Амчипхам Рамса. Дети заметно смущались, однако это не помешало им показать свою эрудицию и знание родного языка и литературы. Они с удовольствием читали стихи Баграта Шинкуба, напомнив нам, что в этом году у писателя юбилей, а также спели патриотическую песню «Мамзычха». Нельзя было не заметить восторг в глазах детей в тот момент, когда к ним подходили ведущие, которых они привыкли видеть лишь на экране телевизоров. С особым трепетом они ждали экскурсию в студию, где проходят съемки детской передачи «Щищнани». Маленькие экскурсанты сразу же окружили ее автора Фатиму Кутелия. Кому как не ей знать, о чем говорить с детьми. Дети с упоением внимали любимой телеведущей, то и дело задавая вопросы. Ведущая абхазского телевидения Отгургунба рассказала о том, как проходят съемки спортивных мероприятий, не забыв напомнить детям, что помимо учебы очень важно укреплять тело и дух. В редакции «Доброго утра» детей встретили также тепло. Очень понравилось, потому что нам самим интересно, как это все происходит, да, за кулисами. А уж детям, я думаю, что тем более это было бы интересно. Мы выбрали подходящий день, когда все ведущие на месте, на работе. Нам провели очень интересную экскурсию. И вот по эмоциям детей видно, что им понравилось. Правда, они у нас скромненькие. Не сразу все поймешь, но потом звонки будут вечером. Как было интересно, спасибо. Так мало нужно для того, чтобы осуществилась мечта. Воспитанники Сухумского лицея-интерната и Сухумской вспомогательной школы побывали сегодня на национальном телевидении. Примерили на себе роль телеведущих, получили массу позитивных эмоций, которые они, несомненно, пронесут через всю уже взрослую, сознательную жизнь. И кто-то из них обязательно сюда еще вернется, но уже на работу. На Алакове, Беслан Шинжерия, Абхазское телевидение. Каждый месяц дети со всей республики будут посещать Абхазский драматический театр. Акция проходит в рамках проекта Международного фонда АПСН «Театр и дети». Подробности в материале Хамида Ангумба. Более 100 детей из Гагарского и Чимчирского районов посетили Абхазский драматический театр и посмотрели спектакль Махаджира по пьесе Самсона Чанба. Акция проводится в рамках проекта Международного фонда АПСН «Театр и дети». Цель проекта – познакомить детей с историко-культурными достопримечательностями нашей страны. Одним из мероприятий Международного фонда АПСН является проект о театре Ахучкой, суть которого заключается в том, что мы привозим детей из сел Абхазии, школьников, на театральное представление. В данный момент мы привезли детей из сел Гагарского и Ачимчирского района, которые с удовольствием будут наблюдать сегодняшнее представление.
Трагедия XIX века, охватившая почти все народы Кавказа, не обошла и абхазский народ. Более миллиона наших сограждан были вынуждены переселиться в ближнее зарубежье. Спектакль «Махаджиры» подводит зрителя к мысли о том, что нужно всегда быть готовым к сложным временам, беречь национальное достояние, использовать мирное время для создания благ и мудро бороться за будущее народа. Среди юных зрителей были и те, кто побывали в театре впервые. Дети не скрывали своего очарования и сравнивали театр с великолепным дворцом, из которого не хочется уходить. Одна из девочек даже расплакалась. Почему тебе жалко? Потому что от нее семья уехала. Понравились особо Батал. Фатима, вот ты говорила, что ты можешь о ней сказать? Какая она? Ну, она добрая. Ты могла бы, как Фатима, вот остаться на родине и не поехать с родителями? Нет. Спектакль понравился. Махаджирство является основным моментом в истории Абхазии, трагической страницей. Более миллиона человек было переселено за пределы своей родины. Нам, современному поколению, стоит только сохранить эту память, с уважением относиться к тем людям, которые покинули свою родину, с уважением сохранять традиции, обычаи нашего народа, любить свою страну. По словам учителей, подобные мероприятия очень важны в вопросе культурного образования и патриотического воспитания учащихся. Хамидан Гумба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 23-25 градусов тепла. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.